Қорағыз әлі? Нысанды. Қарайығыз. Шықты ма? Там черный экран. Обнови-ка. Авторизированный кіші Владислава или выданно. Все, кетті. Поехали. О, ура! Дубль 2. Почему зависает? Не переживай. Ну, у всех. Все, она пора нас. Ссылки порезать, пожалуйста. Спасибо, Берем. WhatsApp. Башладық ма? Добрый. Барыңызға да бек зор сәлем. Всем привет. Это наш очередной прямой эфир. И это Лейла. А это наш таинственный гость. Это все вы его знаете, конечно же. Это Идель Киямов. Это он телеведущий, актер и знаменитый сын Знаменитого отца. Знаменитых родителей. И знаменитых родителей, и знаменитый муж, знаменитой жены. И еще что-то, что он про себя сейчас расскажет. Большое спасибо, но начнем сразу с замечаний, как говорит Руслан Нургалиевич. Русша Айканда Идель Киямов. Когда Таташа Идель Киямов. Чем фамилию не Посмотрела, Зачем? съела У нас глазами. в программе, где говорили, что татары меняют свои имена, да, на русский. Нет, по паспорту. Произношение. Да, Не произношение. знаю. Киямов. Но спасибо, что так меня... Знаете, любите. Да, знаете, любите. Здравствуйте и сянмсис. Ничего про себя не хочешь рассказать? Или мы все сказали уже? Это сразу сейчас эти слова что ли? Ну надо же, чтобы люди поняли, с кем имеют. Помимо того, что я знаменитый муж знаменитой жены, знаменитый муж, знаменитый сын знаменитых родителей, ведем мы передачи, радиопередачи, а также играем в иммерсивном шоу Анна Каренина. Алсуда Лейла давно қарадыңызмы? Мен қарадым, мен болдым, Иделіні көріп, шақ қатып, сұқланып, отырып, басып қараған кіші. Иммерсивный театр, что такое иммерсивный театр? Это когда ты ходишь за актерами, за героями, потому что все это действие происходит в действии. Да, все происходит вокруг тебя. Допустим, вот сейчас мы актеры иммерсивного шоу, ну, допустим, вот мы с Алсу играем в спектакль, а Лейла это зритель. Вот она может также сидеть. Я ела там пирожки, меня угостили. Самое главное там кормят. В общем, иммерсивный театр это театр 10D. Или Да. 7D. 5D. То есть, ну ты, конечно, не можешь прикасаться к актерам, но актеры могут к тебе Иногда прикасаться. хочется. То есть полное Ну, погружение. есть там моменты, когда хочется включиться. Но все это вы можете посмотреть, придя на спектакль, на наше шоу «Карахада Килигас Парагас». Еще занимаемся озвучкой аудиокниг, стихов, ну, где бетонес ундашлейс. Ну, и Идель шикарный голос, и грех, да, не озвучивать книги. Поэтому, в принципе, мы его и позвали. Вам надоел уже наш смех. Поэтому слушайте. Мой смех. Поэтому слушайте сегодня голос Иделя. И мы начнем с самой главной новости не только этих двух и следующих 2 недель, но и главной новости 63 последних лет. Это День рождения нашего президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Hürmetli Rüstem. Rüstem Efendi, Rüstem abay deyip etsen de bulaydı. Bizim tuğanlaşı bitken kişi deydi. Сина роликта Рустем Абыдов индешесин. Әйе. O bütün ailenin anam bilen fotografisi var. Minnem falan. Min düşembe anne şaşırga bana. Я урву свою фотографию, я сделаю. У тебя есть фотография с Минихановым? Есть. А у меня нет фотографии с Минихановым, но я нашла другую фотографию в интернете. Миниханова сегодня с днем рождения поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. И Шен Татарща, прям по-татарски, с татарскими буквами написал ему «Туган кыныгыз белен Рустем Нургалиевич». А Рустем Нургалиевич, в свою очередь, ему с такими же татарскими буквами написал «Биг Зур Рахмет». Что такое татарские буквы, да? Это значит, что не пишется, да, а прям настоящее Да, мы об этом говорили в одном из наших А не роликов. О. Да, не О. Потому что иногда люди пишут такие сообщения и прям... Вот это, кстати, меня Смущает. тоже не тогда смущает, потому что вот у многих артистов тоже такое есть, например, Салянка Медорхослава, да, или это, да, у всех это, я думаю, ну как так? Есть же, вот когда есть Кизьяз, есть всякие эти, но установить это бесплатно. Я даже в свое время установил, когда это платно было, 59 рублей У потратил. меня платный стоит, потому что он удобнее у меня. Для меня удобнее Ну, платный. не знаю, сейчас и бесплатно удобные, по-моему, Да? стали. Надо Поэтому проверить. устанавливайте татарща язырыс, татарща съебашырыс. Тем более, что следующая новость у нас как раз-таки про татарскую клавиатуру.
В Гугле, наконец-то! Нет. И клавиатура, переводчик татарский. Переводчик же. Даже я подготовился к Бельмичаю вместе с Вот. Они не знают, какие новости я собрала. Сейчас все будет. Окей. Google Translate впервые за 4 года добавил новые языки. Среди них какой? Татарский! А еще? Чувашский? А еще? Уйгурский? А еще? Удмуртский? На самом деле из российских языков там только татарский, остальные все заграничные. Оранж крем взять? Здорово. Классно. Вы попробовали уже им пользоваться? Переводчик, ну, вот, по-моему, все пользуются Яндекс.Переводчиком, он быстрее и раньше вел татарский язык. Да, но там он совершенно некорректный, все уже пользуются translate.tatar. А ВС корректный Google. А Google вообще доступен сейчас только для 2% пользователей, он пока в бета-версии и Я еще не скоро нашла, он, 2% это Коммунарика. Точно не туда Рустем Нургалич. И Азаров. Есть отличный переводчик, мы про него вам рассказывали, его сделала Академия наук, translate.tatar. Он называется Татсофт, а сайт translate.tatar. Лично я им пользуюсь, когда неохота. Там можно переводить прям фразы. Тексты, да, там Понимаешь? можно Всегда переводить всегда тексты. же это было. Нет, Яндекс, типа, попробуйте переведи. Все, она Ну там как переведет. редактировать надо, я знаю, да. А там даже редактировать не надо. Я в Гугле. Нет. Нет, Татсофте. Потому что наша Академия наук. Нет, придумала. подожди, в Нигида мы иногда мы тоже хитрим и пользуемся. Вот этот подсофт меня Нигида. Татсофтер, именно Татсофтер. Вот, если вам нужен перевод с русского на татарский, то мы категорически Обращайтесь ко советуем. мне, я все сделаю. И Алсу тоже. Алсу тоже это дело любит. Мы вообще любим переводить с русского на татарский. Хлеб не корми, дай перевести что-нибудь. Ну и переходим к следующей новости, к которой мне не дали перейти. На самом деле в Татарстане у нас делают не только переводчики, но еще и татарские клавиатуры для мобильных устройств. 2020 год, наконец-то! Ура! И всё Ура! это- И все это приурочено к столетию образования ТССР. Аллах, ваша. Хорошо, что случилось столетие, и у нас появилась наконец-то клавиатура, но у тебя яблоко? У меня У яблоко. тебя яблоко? Он для андроида, что ли? Он только для андроида. Для iOS будет чуть попозже. Если все мировые какие-то проги делают сначала для iOS, а потом для андроида, То татары сначала андроид Подождите, вложили. я не понял, это получается... Вот такая же программа, как Татьяс, всё. но только для но ее вот наши... Ну хорошо, наши почему? цифры. Многие вот, кстати, пользуются же андроидами, и для них, мне кажется, или замечательно. даже больше. Потому да, что чем Изяс iPhone. даже уже есть для iOS, а для... Мне кажется, тут расстраиваться не стоит. Ну ничего, скоро будет для iOS тоже. Следующая новость. О, отбивка сегодня не твоя. А теперь ты делаешь классно. Давайте. Итак, Мәскәүдә, Урман Көлі форумында в Москве прошел молодежный форум Урман Көлі, Лесное озеро. Он прошел уже какой-то в 3-й или 4-й раз. Ребята собираются уже вот каждый год, это прям такая хорошая последовательность, собирают московскую молодежь и вместе обсуждают какие-то насущные проблемы. Вот вы встречались когда-нибудь с московской татарской молодежью? Я только вот форум Нартайнде, когда форум устраивают татарской молодежи, я встречалась с Римой, там, да, имя главное. С Римой она как раз презентовала вот именно вот это в своей встрече, и рассказывала про Урман Куле. И вдохновляющий лидер, молодец. Что ты знаешь про московскую? Я про московскую молодежь знаю, что есть штаб татар. И сәлемісіз, здравствуйте. Вас тоже отметим, вы тоже нас Коничуа. смотрите. Штаб татар тоже ведут активную работу по... Вот это можно вытрястянуть. Поэтому... Татарша виделся за ними, но Я шнерлен шнилер, да, возможно, так перескакиваем. Аллах, что передача у вас такая двуязычная. Вот, опять. Вот, без суфлера телеведущие. Сегодня с воскресенья у Едыны просто поэтому мозг отдыхает. Да, потому что я сегодня посетил уникальную выставку, уникальную экспозицию Шунда Минахийский Шиштарем, или Шунда Минахи. Sonra dersin Антонда. Ёрша. Элеге про московскую молодежь. Ну да, штаб татар, я только вот их знаю, что они там работают очень активно. Рустам Файзович Чемалиев, Аллах Нажит Акшиляре. Низкий им поклон, большое спасибо, потому что ездили в Москву с презентацией фильма Мәскәүдә Каро кинотеатрында, шунда да алар безне кунак иттеләр, каршы алдылар, бик күңелле булган иде.
Про это, Ну, вообще- тоже, это же Кира? Это Кира. И вообще я со штабом татар сотрудничаю, знаком очень давно. Это до армии был, и во время армии я посещал штаб, когда мы в Москве были. Поэтому Алга, молодцы. Да, в Москве на самом деле очень много татарских организаций. Они прям там очень активные, и надеюсь, что и дальше у них все будет так же хорошо. А также есть в Питере тоже. Мне раз не хватало, там они подписались в Инстаграме. На самом деле и в Оренбурге есть, это тоже обсудим, да, сегодня. Просто когда ты уезжаешь куда-то от своей родины или ты подальше от своих сородичей, тебе хочется их собирать вокруг себя и вот эти вот частички чего-то своего, родного собирать. Поэтому там, когда ты вдали, это сильнее прорастает. Да вообще сіз Татарстан татарлары. Он начинается. Там Мельки татар, но уж сейчас я шеребзор, а потом случайно говорят, что они... Дусток режим включается. Да. Включается дусток режим, когда ты сначала ты говоришь на русском, ну вот недавно тоже, когда по улице идут люди, они спрашивают дорогу, ну көрініп тұрайын татарите, но орысша современная. Меня татарша еще берем, да, да, ну вот я татарша сұрамасқа. Ұялалар. А мен көрмеймін, езінде шырайын бөліп мұны мен татар тілін білген. Ну, бәлки башқұрт тілідір. Келесі жаңалыққа көшеміз деп айтасыз келеді, но мы переходим к следующей новости. Итак, это одна из тоже главных новостей, которые сейчас многие обсуждают. У нас вносятся поправки в Конституцию. И кроме всего прочего, типа там добавить Бога, добавить 75-летие Победы, предлагают внести такое понятие, как язык государствообразующего народа. Вот, когда мне эту новость сообщила Асу, я такая, чуть понятнее можно как-то разъяснять? Непонятно же вообще, что они имеют в виду, да? Вот, и Асу мне расшифровала и объяснила, что это значит. Что это значит? Что татар не будет в Конституции. Вот тут спрашивают, как уж не будут в Конституции татар? Не будут, меня 9 носа, не будут. Ну да, такое провозгласят господство, что у нас есть только один государствообразующий язык и, соответственно, один государствообразующий народ, который является носителем этого языка. То есть татарский народ, если Конституцию эту примут, больше не будут признавать государствообразующим языком. Что вы думаете по этому поводу? Переходим к следующей теме. Ладно, тогда такой вопрос. Вы пойдете голосовать за поправки? Ну, знаете, что тут хочется сказать? В любом случае, минимальная поправка лайфкерселерде, мен қалса татарлар битен доллар қорады, біз татарша сөзін сөйлешіп отырамыз. Біздің буын сөйлешір, екінші буын. Екінші буын да сөйлешір, алла берсе, ең мөһиме. Дүртінші буын тұрмағыларға. Нет, все будет хорошо. Ну, раз Идель говорит, что все будет хорошо, так пойдете голосовать? Я не хожу голосовать. Вообще на выборы пойдем мы. Про Конституцию нам. Будет выходной, 22 апреля. 22 Вот я отдохну. Так ты в другие дни не можешь отдохнуть. Ну что хочешь сказать, нужно дожить до 22 апреля, а там пустую. Вот они, если они будут все эти поправки вносить про Бога, про проституток, ну что там еще только не вносили, да, не знаю, уже путаю все новости вместе, но неважно, вы суть уловили, что будут включаться какие-то нововведения. Я вот простой человек, вообще не прослеживаю логики этих всех изменений, и когда мне говорят, а теперь иди голосовать. Я вообще ничего не понимаю. Сначала надо разобраться. Да, а кто это будет объяснять? И Симбаева не понимает, я не понимаю, нас уже двое. Это же как же, ну, есть же средства массовой информации, телеграм-каналы и так далее. Ну, доверия же уже нет к средствам массовой информации. Переходим к следующей теме. Кроме канала, на котором работает ИД. Быстрому переработке. Так, значит, так, дальше. Весне откроется фотовыставка о татарах из разных регионов России. Продолжите. Прекрасно же. В галерее современного искусства, что находится в Казани, покажут фотографии татар, как они живут в разных регионах России. Классно? Это очень здорово. Я в свое время работала в фольклорном центре, и мы ездили по России, и были в Нижгаре, мы ездили к крещенным татарам, потом в Астрахань ездили. И все татары там самобытные и удивительно разные. У них есть свои диалекты приятные,
классные слова-паразиты, которые в каждом регионе свое слово-паразит. Это очень весело. Бей. Бей, В каждом районе. эйбер, зоак. И вот это вот в каждом слове какое-то вот это слово, и ты прям запоминаешь их. И, конечно же, одежда, которая вот отличает нас друг от друга. А кухня? Или все-таки она одинаковая? Тесто, одинаковая. мясо и картошка. Кыймактылар, октанышта кыймак ненди, и кумарда кыймак ненди. Нинди. Түрлі. Октанышта это во фритюре. Пішелер кыймакны. Шундай пышный вообще как пончик, мол кыймак тилеран. Биде пиштен чыккан кыймак, өнерсин кыймаклар тоже шунан казаныкна. Шундай туган авылында шундай кыймак пишелет. Те, кто не знает татарского, мы только что обсудили разные виды блинов, которые бывают в разных районах Татарстана. А вообще, еще различается форма чак-чака. Да. Ну это Ну, да. бармак хатты шек-шек октанышта, да Нет, есть бауырсақтар бойынша, это можем мы путать же. Жоқ, арада шек-шек дейді, арада шек-шек. Вот бізде бауырсақына шек-шек дейді. Ja, мне октанышта 20 метрдан кіштер болғанда, шундай бол деп кішірек. Олай десең, Я зур-зур ну, а в шек-шек. Перми чак-чак прям круглый. Даже мазур. Вот это круто. Тем біртүрлі. В общем, есть одинаково. Да. Почему все время татарский переход? Потому что идель здесь. Да. У меня такая проблема, когда я вижу каких-то людей, которые хорошо знают татарский язык, я автоматически начинаю переключаться на татарский язык. Из моих комплиментов. Большое спасибо. Вот это комментарии, что прям Отлично, мы их потом... Сенлеше язык зияме кубитер. У нас в этот раз не так много новостей, поэтому как только они закончатся, мы обязательно всем вам А ответим. нас вообще сколько человек смотрит? Много, да? Переходим к следующей новости. Меня очень радует, что вот подобные новости у нас... Как радуется. У нас в каждом выпуске подобные новости встречаются. Поставлен голос. А я это читал, вот как раз мы начали говорить о том, что занимаемся озвучкой аудиокниг. Мы записывали стихотворение Хади Ташташа, и там как раз было стихотворение Тавфик Лапси. Mesela Тим Таташа Сюзями Рушана. Я знаю, что он читал Су здесь. Уравновешивает. Вот и новость. Хади Ташташна Тавфик Лапси Шигаре Түрік тілінде дүния көрді. Ну, замечательная новость. Кадерде юлларын тәфкір пішіне. Меня оқыд пішінен. Тәубет пішіне. Бек қызықлы ел шиғыр, но қазір листатулейді, конечно. А я вообще знаю. Мен түріктен ұқылан кіші. Кәди, көпек сөздерін дүния таныш, ол меші білен үт деген сөз. В общем, ребят, это замечательная новость. Очень радует то, что в прошлом выпуске мы рассказали, что под эпос ИДГ перевели на эстонский язык. В этот раз детские стихи переводят на турецкий. И это замечательная новость, больше всяких разных переводов. И татары когда-нибудь обязательно завоюют мир. Я хотел найти Тавфик Лапси, вы уже все перескочили мы тему, да? Білесің, кто парасян интернетта, в интернете татарских произведений очень сложно найти. Юк, сен аудио басым қазір. А сен тоқшы ма? Сен тоқшы ма? Конечно. Сен Алланы бір оқыған бейтін, зачем ему еще раз? Minel pesi gajab hıyanetsiz. Mulla demektir fiyası. Koymak uyasın mı? А вот это тоже на турецком есть. Как звучит интересно. Друзья, мы включили это произведение ВКонтакте. Набираете Хайтахташ Тавфик Лапси, татарскими буквами, конечно же. И таким образом выходит голос Игоря Каямова, и можно будет послушать. Важно слушать с детьми, конечно же, чтобы Но они это- тоже проникались. Нам вот это так тогда только сейчас озвученный книга. Но мне кажется, тоже будет красиво, потому что языки все-таки немного Ну схожи. вообще түрік тілі Тоқай заманындағы тілге шағын дейлер. Татарша Тоқай менен сөйлешіп Шулай, и мен чешев шлаганда, мне ұмтыла бетінде, и забывается турецкий, потому что я училась в школе турецкий, я забываю. Я тоже учился в той же школе, где училась. У нас какой-то конкурс талантов, я сейчас про свои начну рассказывать. Нет, ты держись, женщина, держись. Вот, и когда я приехала, пришлось вспоминать просто татарский. Ты ищешь синонимы, дустисим, дустуйны аңламай. Аркадашсың, аркадаш, кішілеткенді аңламай, әлем десем оңай. Не шул сүздер енді, ол біздің сүздер. Все это к чему, ребят? Учим татарский язык и свободно разговариваем с
с десятками разных национальностей, которые... Вообще нужно изучать языки. Вот здесь надо вставить свои мои 5 копеек и рассказать немножечко о своей жене, конечно же. Она тоже сегодня здесь присутствует, но вы ее не увидите. Ну вот, почему о жене я решил рассказать, почему о языках. Недавно в малом зале Казанской консерватории Хозандабу состоялся мастер-класс Ильдара Абдразакова. У нас же время не ограничено, я же могу говорить. Ильдара Абдразакова. Он там был с итальянцем, как его зовут? Лучано. Это не Повороте, Лучано. Короче, Лучано Дигами, итальянец. И вот они мастер-класс ставят, а он же итальянец, такой экспрессивный, сильный, он вода инглиш или, во-первых, ол итальян, итальян или я вот просто сидел, думал, эх, надо все-таки языки изучать, потому что действительно ведь дуньяны курасты культуру, все вот это. Поэтому, если нас сейчас смотрят молодые люди, молодые девочки, девушки 14-12 лет, даже 18, обязательно хазер, как только мы вот так закроем. Только девочки. Нет, я мальчик тоже сказал, Да? люди, да. Изучайте языки обязательно, потому что, Кира, но при этом не забывайте свой родной язык, потому что туган телен билмеген кишинин келешеги да болмый. Нашуна аңлыйсыңыз келсе, татар тілін үйреніңіз. Когда-нибудь я спрошу тебя, что тебе дороже. Вот это вот, типа того. Действительно, потому что я был нашего Сирии, казапит меня на Сирии, қарап отырасың, ал шуны беріліп бүйтіп сөйлей. Скорее всего, біздің де шуны қарап тұралар, бүтін миллиард вакилдар, бескалдашы сөйлешкендер. Дуслар, здесь такой у нас комментарий идет, что у нас плохо слышно, что нужно микрофон купить. И тут уже вставочка наша любимая. Если нужно купить микрофон, то у нас есть ссылочка, по которой вы можете перечислить деньги и поддержать наш канал. И мы с удовольствием, обещаю вам... Сначала мы соберем на логотип Артемия Лебедева, а потом мы купим микрофон. Обещаем мы... А кто именно тихо говорит? Напишите, пожалуйста. Мне просто не шумно. Эхо, гулка, понимаешь? Шумакурит. У нас просто новая локация сегодня, поэтому вот мы немножечко... Да, и стол побольше может быть, конечно. Начинается. Так, не Переходим к следующей новости. Она также связана с общемировым фоном. Все вы знаете про то, что сейчас идет, просто наступает эпидемия коронавируса. И у нас в Казани, не стоит над этим гордиться, но все-таки в Казани у нас в нашей инфекционной больнице тоже содержится двое. 8 человек. И у всех шиптеринерий тоже. Правда, сейчас. Почему осталось? Ну, в общем, сейчас их двое. Это те самые с большого лайнера Diamond Princess. Я не знаю, откуда на шестерых взяли. Нет, их было 8 изначально. Вообще всех россиян Да, везде россиян поза было, Diamond да, Princess да, там, да. да. Всех сюда привели, потом развезли, наверное, по И своим. Келман, да, правда. Но это не точно. И вот этих двух несчастных заболевших посетили наши татароязычные блогеры. Такие тоже бывают. Одна из них Лейла Лёва. Нет, что? Нет. Она бы здесь не сидела, мы бы если бы не пустили без маски. У меня есть фотография, как они упустили, но все со спины, поэтому я их не узнаю. Қызық білен, татар малай, қатынлары білен, дүртеу алар, ирлі қатынны, барғандар коронавирус кішілеріне инфекционной больницаға. Мы сейчас сидим недалеко от инфекционной больницы. На проспекте Победы. Поэтому почти близко, не знаю, почему меня не позвали, хотя я с парнями знакома. Я бы с удовольствием тоже сходила, мне даже в голову такая идея не пришла. Им тоже, я думаю, эта идея в голову не пришла. А как же они пошли тогда? Им эту идею вложили. Кто? Следующая новость. Нет, это неплохо, потому что я чувствую, что в городе люди, которые насмотрелись новостей, сильно переживают. Серьезно, есть такие люди? Очень. И если есть люди, которые как татар малай, есть люди, которые могут успокоить народ, пойдя туда, да, заодно пропиарив себя, что по-другому. Почему бы и нет? Ну, потому что все новостные порталы про них написали, что вот 4 человека сходили к ним. Гениально, кстати. Я говорю, поклоняюсь людям, которые придумали эту идею туда сходить, потому что кому в голову такое придет, идти туда и давать передачки. Пусть посещают. Там так и сказали. Я тоже там лежала 4 дня назад. Почему они не пришли мне передачки передавать? Написали люди. Но меня больше смутило, знаете что?
Они же знали, скорее всего, что это будет резонансно. Мгм. И вот там не видно, что они со спины, а когда они стоят, вот так вот, толстовка у Татармала, знаете, какая? Да, Какая? вот ты правильно стучишь. Леон, ставки. Понимаете? Почему не Алгавер? Что-то я не понимаю. У него логотип букмекерской конторы Леон. Типа реклама, что-то. Ну, я думаю, что или это реклама, или он вступил. Во-первых, это букмекерская контора. Это не так, ну, то есть среди блогерских компаний это Ну, это считается надо сказать, что зашквар. татарские блогеры молодцы. Я тебе говорю, это же удивительно. Голова. Да. Какой текст, какие гениальные. То есть он там стоит на всех фотографиях с флагом Татарстана, на груди Леон, да, то есть и все. Ну это же гениально. Миллион моих XB. Леон. Что Гриндл? Гриндл, ты значит беру. Но считается, среди Нет, блогеров ну это может он зашквар. лидером, да, или не хватно шагов кем-то. Может, он просто лидер. Нет, понятно, что он амбассадор, наверное, да, то есть по глупости не оденешь такой, да. то Ну есть, да, Келс не стала надевать. Ну, конечно, я бы тоже не стала одевать, а он надел, и он во всех порталах стоит с этой толстовкой. Ну, Меня что- больше всего это удивило. ну, что- Ренат, сколько тебе заплатили? Я еще хоть типа, да не, Я тупанул. была чисто толстовка, и вот он, Не надо, он всегда в толстовке с этим. Алга. Да, алга, там типа флаг, все дела. Нет, а вот раз что-то он это, ну, он думаю, что флаг, наверное, так. Ну, вот что так бы то взяли. ни было, мы пожелаем скорейшего выздоровления нашим соотечественникам, соусалямят Булова, Саурамарас. А вот вообще вы как защищаетесь от вообще гриппа, от коронавируса? Силяк Залимена? Вот такой Я вопрос. нахожусь в секте. Она называется, секта называется лиранизм, вы тоже можете в него вступить, где я верю в себя. И поэтому, когда... то есть я верю в то, что Вселенная, она моя. И я не хочу болеть, я не болею. Психосоматика. Правильно. Вот. Я не езжу в Китай. Ну, Китай едет. Не надо, все рейсы закрыли. Хорошо. Асим. У меня все очень просто. Это после работы я прихожу домой. У меня в морозильнике полный, я купил холодильник, у меня полный морозильник Тойите. Тойите это канина. Молодая. Да? Хорошо. Или он жеребёнок? Жеребенок, той тут же. Ну да, такая не старые клячи тугрины, нормальные дни. Вот, мясо, лучок, чесночок, потом я шерепку я даже на кискаля, что нашим. Еще помимо этого я возвращаюсь тоже с работы или где-то общественное место на пойти, обязательно ноздри надо мылом прополоскать, мылом помыть, и все хорошо будет у вас. И когда вы выходите, не забывать про акцелиновую мазь тоже. А можно сюда чеснок повесить? Это тоже можно, кстати, да. Ну, мы так в гимназии делали, да? Следующий новость. А, Нет, действительно действенная штука, вот именно если мылом мицарис, как называется научно, я же не могу. Слизистые, Ну, короче, да, Промыть. ноздри, промыть ноздри, да, и очень действенная штука. какой у нас полезный выпуск. Да, друзья, тут тоже очень много комментариев уже, что надо молиться, чтобы коронавирус. Не без этого, конечно же. А еще почему у нас полезный выпуск? Потому что Идель завел свой канал на Ютубе, и вы сможете на него подписаться. Кстати, да. Кстати, рекламу меня ребят просто создали там тысячи Она- людей. В общем, вчера я залил видео, называется Қора Шишме ауылы турында, село Черный ключ, можете прямо сейчас набрать. Когда Еще- закончится эфир. Нет, можете еще одну вкладку открыть, пусть она там проигрывается, чтобы просмотры считать. Вот, Идель Киямов Тиган канал. Еще там будет очень много полезной информации. И вот как раз я сейчас занимаюсь над этим проектом, Аллаберста тоже должно быть. Это о любви к малой родине, о любви к малой родине. А что для тебя Карачишме? Қора-Шишме Каресы, Қора-Шишме это вообще деревня моего отца, село, был русское село Диватала, про которую он тоже написал книгу. «720 китов», энциклопедия задекменный китов был, весит 2 килограмма, представляете, это реально... С фотками? С фотками, Отлично. 300 фоток там, 300 фоток, 720. Вот Улан Язанида, и мы как краткая аннотация, краткий пересказ этой книги с ним сделали фильм небольшой, в 2017 году еще давно сделали, но многие хотят это посмотреть, Сурилар, я решил, наверное, можно в YouTube загрузить, и вчера как раз этим занялся, и уже, получается, за меньше, чем за день 308 просмотров.
Вот поздравляйте, что это очень хороший результат. Ну, Для видео на татарском языке, еще и для умного, образовывающего, просветительского видео, это просто замечательно. Мы всегда топим за то, чтобы появлялось как можно больше контента на татарском языке о татарах. И вот проснулись наши друзья-татары из Самарской области, и они хотят сделать свой собственный YouTube-канал. Прекрасно же? Такой, нет, ну молодцы, чего, это очень хорошо. Просто я переживаю, что конкуренция будет уже и канал сделать. У Лейлы есть свой канал. Вы куда лезете, товарищи? Это, ну, имейте совесть. Это я первый придумал делать татарский контент. Я думаю, это будет здорово, если они к этому подключат творческую молодежь. И этим не будут заниматься мужчины старше 55 лет. Они еще любой продукт, который выходит на татарском языке, мне кажется, в просторах интернета, в просторах YouTube, это очень полезная, нужная вещь. А если это будет прям вот стыдный контент, вот прям на плохую камеру, с плохой дикцией, с плохим будет микрофоном, стыдно. звук, чтобы плохой Да, еще был. будет Да? стыдно же. Мне вот будет стыдно. Ну, если вообще глобально рассмотреть, то безусловно. А если уж как-то почесать головой, то даже нужно обрубить. Но вообще, если прям это бяка будет, то если это с чем-то сравнивать, опять же, все познается в сравнении. С мировым контентом. Если с мировым, ну, Дудь славит начало, что там, конечно, да это будет не очень. Если с Дудем сравнивать, и мы не очень. Не, на самом деле просто всегда так получается, что мы всегда даем себе послабление, ну, типа, ну для татарского контента это нормально. Они же старались. Ну, опять-таки, акча кирапит, акча. Чтобы красиво все сделать, акча кирапит. Акча кирапит. Микрофон кирапит, микрофон гадает, акча кирапит. Акча посумочный, там ссылка есть, это можете перемотать на 20. Нет, ссылка будет внизу, и ссылка есть у меня в аккаунте, так что переходите, и если... И в этом месте будет уместно сказать, что Лейла вот здесь сделала ремонт. Она даже сказала за сумму, поэтому Как раз скидывайте. та, которую вы собирали. Шутка не шутка. Следующий нас. Эта новость несколько дней, прям все татары ее очень активно обсуждали. Ксения Собчак пригласила и научила Ксению Собчак кое-какой фразе на татарском языке. Минсины ярадам, кожа богу, ошатам. Минсима яратам. Минсина, да? Да. На самом деле мы с Алсу, у нас есть отдельный чат, где мы сидим, Алсу, я, Айнур. А я думал, ты про Алсу Туалсу. Нет, вот это Алсу, это другая. Не Сафина, а которая, это, какая Вот, у нас есть чат, и мы с Алсу, как две девочки-сплетницы, обтерли вот эту вот женщину сплетни, вот эти, то есть, ну, объели косточки. И потом Айнур заходит и расставил цветочки на «ды». Сказал, если вы так будете смеяться, никто никогда не будет на вашем языке разговаривать. Она старалась, она пыталась, и она сказала. Да, она старалась, но татарский язык, своя логика. да, он же, на нем написано огромное количество трудов. И «Минсин яратам кежебу ашатам» это вот прям песчинка просто. Ну вот я читал, конечно, «Бизнес онлайн» тоже, там у нас со многими, в принципе, можно согласиться с комментаторами, потому что заслуженная артистка Республики Татарстан, по-моему, или народ. У нее есть альбом, как на татарском языке, полностью на татарском языке. То есть она же эти песни как-то пела, да, то есть, хотя очень, ну, с акцентом, конечно. То есть вы хотите сказать, «Азерлянган Бусада была великая земля», то дальше Конечно. нормально. Логично было. Хотя бы банально Ксения, бля, действительно, бля, Мерседес Таборабас, вот туда-сюда. Да скажи просто И «Итуан Лиматурда, ну что там? Вот если бы тебя спросили, ты бы что сказала? Я бы зачитала стихотворение. Бермин, эле купке, эле пику запахо, хремегон, Собчак бы выключилась после слова «Берлин», а ты бы что сказала? Сейчас здесь включите музыку, тогда. Кто хочет стать миллионером? Ну что бы я сказал? Что-нибудь я бы сказал, конечно же. Ну, наверное. Ну ты бы нашел, что сказать, не кожа бога. Ну, Да? я вообще забыл на стейке, но меня на пару искать, что у нас есть такая штука. Что ты афоризм, когда говоришь? Я не знал. Даже вот я все это видел бизнес онлайн, я потому что тоже был подписан на телеграм-канал, потом у меня память следующая хорошая, я все удалил. И бизнес онлайн я подписан, но это такая хорошая реклама бизнес онлайн. И у них там... Они и без нашей рекламы У них в историях всегда вот всякие новости появляются. Тут тоже я посмотрел, и как бы
А там написано у них, мы тоже в школе так говорили, ребят. У них, ну, подпись под видео такое. Вот, а мы так в Нет, школе не ну, говорили. ну, Мы наши- учились в второй Да, гимназии. в второй гимназии такого не было. Почему к нам сюда приходят люди из второй гимназии? Что такое? Потому что Камария Зинуровна воспитала нормальных людей, которые выросли в обществе. А Алсу училась в татарской школе? Сакина нет, а Кабаева с нами училась. Оттуда. С вами во второй гимназии? Да, она была записана под наши... Да. Алина Кабаева. Где быть президент, блин, должна была быть я. Можно еще? А Костя знает? Костя согласен? Подожди, как Алина Кабаева в Казани оказалась? Ну, она была... Я как помню, что она была в списках, но она не ходила в школу. Ничего себе. Ну, в нашем правлении. Подожди, а Алсу она не из Бугульмы? Алсу Фадамби. Нет, тут надо сказать, что вот Узнание. Минапора в нашей параллели была видна, но тут важно сказать, что Лейла закончила школу в тот момент, когда я пришел в школу учиться. Просто она сейчас написали в нашей параллели. У нас 10 лет разницы, да? 10, да, получается? Наверное, не знаю. Я пошел в первый класс в 2005 году. Ну, это теперь я в университет поступала. Серьезно? В 2001 году? Прикольно. То, что у меня здесь залысина, это не говорит, значит, что мне 30 лет. Не обращай внимания на эти новости, это же там Бронский на том. Кстати, да. Следующая новость. Что ты там щит? Это мои щит. Пришел тут за свои вещи. Ребят, все, кто увлекается хоккеем, вы знаете, какая нас ждет следующий этап, какой нас ждет. Это будет плей-офф, который Акбарс прошел. И приурочивая вот к этому плей-офф, Акбарс, их пресс-служба, пиар-служба прям генерит ролики только так. И один из таких бросов это был капитан Татарстана. Наверное, многие его видели, может кто-то себе даже постил. Это на масонов уже. Даже Рустам Нургалиевич к себе запостил этот ролик, где девушка заходит в ванну, а у меня за шторкой стоит Данис Зарипов. Я видела. Да. С треугольником и шмаком в руках. Ужас, конечно. Как вам идея пиарщиков Акбарса? Идея пиарщиков гениальная и классная, но репост у Рустама Минниханова непонятен. Почему? Он переживает за Акбарс. Вообще хотелось бы, Запишите конечно... сторис. Ладно, я промолчу. Моя рами, да? Мы не знаем, что говорит. Человек серьезный. Нет, можно, я просто это... Ладно, это в другой передаче. Я считаю, что это не очень качественно сделано, неинтересно, оно не зажигательное, это видео. Там есть только смешной момент, где женщина заходит в лифт, и читается почти все. Матчи. Да, читается почти все, что Матчи. это Подстава. подстава. Читается. И поэтому мне так испанский стыд, мне так неприятно, и я такая, нахрена... Тебе не захотелось пойти на хоккей после? Бушка билет пишсегес. Бушлай. Бушлай. Впустую. Бушлай бесплатно. Вот уроки с Фидером Киам. Вот. Бушлай пишсегес, знаешь, сюда еще барашяхма. Не надо только кубки рек, я имею в виду. На все матчи, пожалуйста. Осталось еще билет, потому что племянник Я не сторонник просто ни футбола, ни хоккея, ни того самого кичплян пиво тотоп, не пиво, проще почему потом хоккей пора на мир, поэтому я не любитель и не слежу. Я даже не знаю, что значит плей-офф. да, КВН Табарщин. Нет, так есть... Но я знаю, что плей это игра, офф это Вот. выигрыш. Они на вылет тоже играют. Если ты проиграл, то ты сыграешь. А тут надо. Ну да, все понятно. Уен, короче, самая Короче, каждая у игра вас решающая. бесполезно спрашивать, Я кто знаю, будет что у нас чемпионом. голкипер Салат Юлаев? Гарипов был. Он уехал, я знаю, что он уехал. Вот Иоанна Белямин. Я знаю, Данис Зарипов популярный. Я знаю, что он клюшки делает в заряде. Вот, еще кого я знаю. Еще из Русова, Бородатого, тоже друг Гарипова, тоже они открыли. Альберт Ярулин. Да, вот все. Вот, фанатка Акбарса. Нет, я болею за Ладу. Лада вперед! Подъятие была? Да. А плей-офф Томпсон? Да нет, выгнали их из КХЛ 2 года назад. Лада! Зачем? Она играет в УХЛ. Идет на первом месте, все хорошо. Я была в Тольятти, она их матче. О, да, мы на том покажем, что это ладно тоже. Тут просто идельные одессе, проблемы.
Пока нет. Сейчас, подожди, держи. Да, Куриная куриная Все. баба. Ага, мне демек. Вырвал да и том жизни. Сразу это реакция агресс. Про наш любимый телеканал ТНВ. Идель работает на другом канале, поэтому сейчас будем говорить про ТНВ. На ТНВ вышел цикл передач, посвященный истории татар. Наверное, это тоже посвящено столетию ТССР, нашему любимому. В общем, там 5 очень важных мужчин в пиджаках, некоторые даже в галстуках, рассказывают про историю татар. Там среди них есть доктора наук, этнологи. В общем, все очень серьезно. И вот полчаса они рассказывают про то, откуда пошли есть татары. Как вы думаете? Есть? Они пошли. Пошли есть. Чё? Как вы думаете, какой рейтинг у этой передачи? В смысле не 18+, а сколько людей посмотрел эту Мне передачу? кажется, рейтинг у этой передачи хороший, потому что все передачи, вообще любое мероприятие, за которое берется Киямов Ильдар, он не может быть низкорейтинговым, поэтому... Ну и в эту татар передачу, насколько мне известно, выходит в ТНП «Планета», да, это смотрит вся планета, все татары, поэтому, мне кажется, рейтинг электорал. Ну это же скучно. Но это скучно для кого? Для молодежи? Да. Вот тема молодежи. Я сейчас немного отойду от темы. Вот сегодня, вот вернемся к этой теме, посетил я, значит, выставку. Открылась выставка в Национальном музее. Она все сделано очень круто, прям современно, молодежно, модно, стильно. Выставка Ларниля, можно даже послушать на татарском, что немаловажно, на русском, на английском языках. Можно потрогать, пощупать порода. Бабушки, дедушки, зато еще министр келді, ну, правда, екі министр и премьер-министр, заместитель премьер-министра Фаринатовна. Но я считаю, я, братишка и жена моя. Все. Потому что про эту выставку сказали только на ТНВ, а ТНВ никто не смотрит. Нет, про эту выставку ТНВ дать надо. Тем более. Про эту выставку где говорили? Я даже не знаю, где говорили про эту выставку. Про эту выставку, на самом деле, я слышу первый раз и от Иделя. Я Да, тоже. то есть очень хорошая Ну, пиар-компания. это вот началась, значит, получается, выставка открылась сегодня, как я понимаю. И все будет вот работать Рахатайна Борадос. Очень, очень интересно. Приезжайте в Казань. Эту передачу никто не смотрит, но сейчас в целом не смотрит телевизор, надо сказать. В тему расскажу быстренько не анекдот, а случай. Звонит мне женщина из интернет-компании, говорит, вам мы можем бесплатно за 1 рубль сделать телевидение. Я такая, у меня телевизора нет. Бедная. Ну, я тоже живу 6 лет без телевизора, ничего не умерла. Вот. Но вы живете без телевизора, но при этом Но вы знаете, бабушки, что... дедушки, деревни все смотрят. Если даже Казань не смотрит эту программу, то я уверяю, что смотрит Алтаны. Слушайте, если ТНВ делал бы бомбический контент, я бы купил себе телевизор. Честное слово. Пусть это пришел. Это не стоит этих денег, успокойся. Бомбический контент. Но у тебя вообще нет телевизора, значит, для тебя Берканал, да, бомбический контент, я сам говорю. Нет. Я смотрю по телевизору очень мало программ, но они все, которые транслируются по телевизору, но они все уходят в YouTube потом. Я на YouTube это смотрю. Мораль всей басни такова, что у нас с Алсу нет времени смотреть телевизор, а у Лейны чуть-чуть есть, и она смотрит тоже. Только на YouTube. И то вот Но у меня тоже телевизор дома есть, у меня есть вот этот антенна, и кабельный тубель, и у меня показывает 5 Что ты кажется, тебе что-то это тоже не показывает. 5 каналов показывает. Это Спас, это Звезда, это Эфир, нет, первый тоже Эфир, СТС, Пятница. Если есть какой-то годный фильм, я просто чисто фильмы смотрю, а если нет, то благо у меня интернет тоже можно там включиться, я только через YouTube иногда или просто смотрю фильмы. А в целом, общественно-политические лидеры, Ямалапар, Илья Парага, это просто нет времени, потому что мы в это время на работе сами создаем эти новости. Ну, опять-таки, ТНВ, наверное, скорее всего, это выкладывает в YouTube. Не знаю, с какой задержкой, но очень надеюсь, что они это выкладывают, поэтому... Либо на своем Подожди, сайте. вот ты сказал, тут мужчины, вот тут есть более-менее молодой среди всех, может, он как-то Айсен. бомбический асар, или он тоже не молодой? Ну, Айсен очень умный человек, мы ему выражаем свое уважение, но... Поэтому я просим думаю, его, чтобы он интересно рассказал, что Алсу бомбический контент купила себе телевизор, подключила кабельный и посмотрела ТНВ. Да, будет здорово.
Кто из вас делает отбивку? Только я это делаю. Итак, следующая новость у нас про, опять-таки, про татарский язык и про языки программирования. Разработчик из США планирует создать язык программирования с татарской лексикой. Потому что он говорит, что татарский язык и вот со стилистикой, как строится предложение, очень подходит под язык программирования. Я так всегда говорю. Это мои слова, это моя цитата, просто он забрал мой текст. Только ради этого стоит выучить татарский язык. Не, представляете, как это будет, какой толчок для развития татарского языка, если появится язык программирования? Мне просто я же всегда говорила, да, когда вот на тот факт поступила, и сказала, зачем я пришла на тот факт, надо было пойти на языки программирования. Но я как бы уже тогда знала, что татарский, он вот будет... Вот тут стоит отметить, что американский инженер планирует создать об этом сообщил разработчик из США Надир Багавиев. Да, он из Казани, этот молодой человек из Казани, но вот он теперь в США, и, видимо, соскучился по родине, как Лейла любит про это рассказывать, и вот такой язык программирования захотел создать. Ну, пусть создает, мы потом посмотрим. Не говори хоп, пока не перепрыгнешь, так что Надир Багавиев, удачи вам, будем ждать у себя в гостях, и любим Татарстан. Следующая новость у нас про кинематограф. Ильдар Гафаров, про которого мы тоже часто упоминаем в своих выпусках, начал съемки фильма «Исянмесис». Живы ли вы? Исянмесис. Реакция Игоря понятна, почему Он не прошел кастинг. Ты проходил кастинг? Он уже настолько знаменит, что он когда только зовут, понимаешь? Про это я расскажу после того, как мы скажем кому-то стоп. Ну, вообще, вот вы тоже сказали, что Паяс и Заитага, что нигде не видели рекламу этого музея. Я нигде не видел рекламу этого на кастинга этого проекта. Потому что Все свои, да, все свои. все Опять друзья Милершер. Да, она будет в кадре, это уже Но понятно. на самом деле в фильме участвуют актеры 6 национальных театров Татарстана и Башкортостана. Съемки будут проходить в Заинском Сармановском районе, в Казани, в Набережных Челнах. И через год, да, съемки уже начались, их так прям позиционируют, что они с поддержкой президента проходят. И фильм, мы очень надеемся, что выйдет в 2021 году. И желаем Ильдару Гафарову успехов и надеемся, что этот фильм будет еще лучше, чем «Байгал». Иногда он выставляет у себя в социальных сетях, в Инстаграме бэкстейджи, то есть со съемок кадры. Вполне интересно наблюдать за всем этим. Поэтому да, и удачи Ильдару. Это, наверное, я вообще тех не шмеляю. Конечно. Поэтому хочется сказать удачи Ильдару Гафарову и будем ждать этот замечательный продукт в кинотеатрах. Да, если хотите узнать скорее, чем выйдет этот фильм, про что он будет, можете сходить в Камалский театр, там по этому сценарию он переработан в пьесу и поставлен спектакль в Камалском театре под таким же названием «Исянмесис». Всем парадом? Живы ли вы? Ароматом. Я парадом. Если нас смотрит Ильшат из Камалского театра, мы очень ждем пригласительные билеты. Какие вы все, мамушка, ты, мамушка. Ушла. Вот когда вы деньги не платите, вы не поддерживаете татарского производителя. Смотри, когда мы Но мы приходим, рекламируем да, же, когда мы мы же- приходим, и статусно, я трендсеттер. Если я пошла, То за тобой пойдут? тоже пойдут, конечно. Ну, И да, это мы для же этого журналисты, мы же блогеры. Ну такое. А, Я считаю, что нужно поддерживать деньгами. Вот ты сходил на фильм Киры? на Байгал ходил. Вот ты меня сказала, типа, нет, не ты, тут не Да, я тебя позвала. И Регина. И Регина, типа, если уж ты не идешь, то никто в жизни не пойдет. Мне стало стыдно, А я на пошла. Кире вы сходили, значит, да? Я купила билет, но не пошла. Я поддержала денежки. Молодец, продолжай. А мы не такие. Мы вот, когда нас зовут бесплатно, мы идем и это все Нет, ну рассказываем. почему? Мы вообще такие лядис, почему это вы так говорите-то? Просто, понимаешь, когда ты работаешь во благо родной республики, культура, вносишь свой вклад тоже, ты же тоже частичка тех, кто вносит этот вклад, и Тебе поэтому... платят за это? И поэтому нет. Ну, где-то платят, где-то нет уж, поэтому
сен де бүйтін ана бұшлай қарарға құқығың бардыр деп ойлаймын. Yok, бізде так принято. Если ты находишься в какой-то вот... Если Сфере. тебе не дают пригласительные, Да, то типа сфере. ты ничего не добился. Ну да. Нет, ну безусловно, сен если не Газпром дошли, то просто топ-менеджер болсаң, сен ақша төлеуге, а если уж ты работаешь тоже как бы в культурной среде, ты же тоже свой. Окей, а пока весь татарский контент бесплатный. Если он когда-нибудь станет платный, и песни Фирдус Тимаев придется покупать, вы будете их покупать? Я их бесплатно. Ну, условно. Комментарий татар. Ну, я бы с удовольствием купила бы какие-нибудь виниловые диски с Ильхам Шакировым, с Венер Галиевой, с Айдаром Галимовым, но вот Фирдуса пока не готова. Ну, Бушлай, Гуляй Гице. Ладно, переходим. Я поняла уже, что вы с хоккеем не очень, но эта новость не совсем про хоккей. А тут фото с ничего. Вот как раз таки вся... Покажешь? Да. Акбарс один из своих матчей с Авангардом назвал татарским, и он был такой прям полностью татарский, там даже турецкий футболист сбрасывание сделал. И вот девочек налетели вот в такую форму. Игорь, вот мы с Лейлой тут не очень компетентны, Симбель, пока не слушай. Что скажешь? Неплохо? Ну, он засмотрелся, это уже как бы знак, да? Ну, опять-таки, вот вы, козлар, противоречите сами себе. Подожди, мы еще ничего не сказали. Мы еще ничего не сказали, может быть, между твоей страной. Да, ну, Рашида тогда получается. Да, вот мы про комментарии противоречите. сейчас и скажем. Будем про комментарии Ну, говорить. во-первых, будет, как сказать, меня сейчас, наверное, многие могут на меня обидеться, но без обид, ребята. Во-первых, дини мәжіліс түгел, мында бұл дүнияви мәжіліс, это получается светское мероприятие, да. Бұл қыздар как бы на то, они там и стоят, они хоть татарша матч болсын, хоть орысша матч болсын, хоть чувашша болсын, они все равно шундирование формы, да, будут, как называется? Черлидеры, да, черлидерши. А мында просто элемент кеткенде, в принципе, мне кажется, ничего в этом плохого, да и хорошего. Ну вот выложили эти фотографии в интернете, и началась как бы такая а-ля травля людей, кто это сделал, девочек, которые Например, вот сфотографировали. зачитайте. Тут вот пишут, кіші күлдірмәсінлер инде, штансыз татарша орнамент тағып шыққаш та татарша деген сөз түгіл бит әлі. Позор, стыд, это не наше. Уберите голых проституток со спортивных соревнований. Ну это же красиво, я хожу на хоккей на девочек собрать. Действительно, они зажигательные, они красивые, подтянутые. Ну, алдыға кетсе тогда, а вот Зарипова пишет, что нәрсе татар ризығын икмәкіне мысқыл етіп, щит қойып шығаралар деп ал язушы бар ма? Ал язушы жоқтыр, мне кажется. Ну давайте мы тогда так копнем. Үш пышмақна нәрседен тестадан жасалаймы, теста икмәк мол, икмәкне... Біздің ата-бабалар аны сушқан. Комбайнерлар милар аны тир төгіп, потом этим зарабатывают, а олар аны ойыншық етіп, щит кебек ясап, қалқан ясап, ну давайте мы тогда анда тоже язывы согласны, что типа плохо, не зачем так. Ничего такого, а тут ничего не решит, это прямой эфир. Я тоже считаю, что ничего такого. Пару лет назад у казахов была такая же история. Девушка, она была топлес, ну, было все прикрыто, но она была в национальном казахском головном уборе, сауле это называется, невеста одевает. И на нее вылилось тоже столько грязи. А она это сделала с точки зрения, чтобы привлечь внимание к казахскому национальному костюму. И у нее это получилось. Да, и у нее это Так и получилось. получается, потому что мы написали модельерла, мода, от чего возникает компьютер баллада, и вот, пожалуйста, Милане потом какой-то орнаментный картер, это же все так происходит, в принципе, я не знаю. Я вот здесь, конечно, я равнодушно отношусь к Нурбеку Батулле, с склоняемыми, Нурбек Батуллагами, битатный, ни плюс, ни минус, дегенда, как бы я с ним знаком, мы с ним работали в этом проекте. Вот он однажды, я просто где-то видел тоже в просторах интернета с пресс-конференцию его слова. Он вот там, знаете, что такое, это бізде көнекке дейбіз бір татар жырын алабыз да, біз шуны вообще біздікі деп тота отырабыз дейді. Біз көнекке дейді татар бейі қол ялып шығалап бермейлер, шуны ғана тота отырабыз. Типа мы не можем куда-то направо, налево какие-то торговера выявить. Ну вот, что ж я рассказываю. Ну, людям. Вот, почему ол көп болар дейш, вот мен көп кінә режиссерлар да, фикір алышқан бар бір режиссер айтқан еді, түрлі болар дейш, музыка да түрлі болар дейш, ол ями мюзик стилі да болар дейш, анда бүтән да реггилар, нелер да, какие еще есть у нас. То же самое музыка, да, музыка, фильмнарда, да, неде да, вот вы сказали про контент тоже.
Төрле соусы, это же потом нельзя сбалансируется, поэтому у человека должен быть выбор, сойлы аларгатиш. Ну вот такие вот, согласился. конечно, но вот такие комментарии, когда типа bu татарша түгел, bu яулык киргә тиеш, bu акышкырып көлмәскә тиеш, это же прям убивает всю инициативу. Ну это он вида аларгатиш, зачем? Как сказать-то? То есть они тоже имеют право существовать, такие комментарии, как бы это они взяли позиции с убитым, да, поэтому как бы как вам сказать-то? Это всегда будет, короче, пусть говорят. Ну и пусть говорят, а у нас новости закончились. Но у нас есть еще кое-что. С чего начнем? Давай с этих комментариев, которые нам написали. Да, давайте с комментариев начнем. Сен нәшерләр, ишетеләр, кемдер ишетелмейди. Уж простите, микрофон будет, как только наберем на это деньги. Так, сайлауга бармамын дип язам да бер кеше. Аннан соң да бик авыр уже Неме дип кенә. Курыкмагыз вируслардан дип яза менә бер кеше, Аллаһ кешегә яшәргә биргән шул тиклем яшәрсез дип әйтә инде бер кеше безнең дустыбыз. Кеше язган 20 каналы бар. ТНВ-ны яхшы карап баралар Инстаграм, интернеттан. Кстати, да, вот Марсель язган Юлчы ТНВ-дагы проект дигән. Безне уже Нормально, не переживай. обед кайткәннәр. Юк, безнең бер сәгать яшәгән бер сәгать менә безнең тур эфирга тизне узып китә ул име. Бер сәгать диясендә ул күп булып тоела. Как только начинаешь разговаривать, и все. Хотя мне говорили, я вот сразу серьезно помню, ты постоянно говоришь. Остановиться невозможно. Я думала, ты пошути пораньше, а тут видишь, какой процесс. Он... Ментально накрыто, Конечно, вот. А мы 12 часов же делали прямой эфир, ты знаешь? Мы делали рекордное количество 12-часовой прямой эфир. И ни одно СМИ про это не написало. Абсолютно. Хорошо, у нас есть еще две заготовочки. Опа. Нам часто пишут, и мне, и Лейле. Лейла не реагирует на такие сообщения, я обычно отвечаю. Просят рассказать о чем-то вот в наших таких эфирах или в наших выпусках. Ну, мы рассказали уже о том, что я создал канал. Подписывайтесь на этот канал, смотрите видео. И второе. Сегодня мне написали татары из Оренбурга и попросили рассказать, что у них есть в Инстаграме канал татар, нижнее подчеркивание, Оренбурга. Мы решили сделать немножечко оригинальнее это сообщение для вас. И Лейла, как знаток и гуру СММ, сейчас расскажет татарам Оренбурга, что им нужно улучшить на своей странице. 5 правил. Вот так выглядит аккаунт татар Оренбурга. Дебатала 5 правил. Если честно, обожаю такие каналы. Все в разброс, все фотографии взяты с интернета практически. Сразу видно, что непонятно, кто ведет эту страницу. И я считаю, что... Татары Оренбурга. Все что ли? Все вместе собираетесь и делаете пост. Нет, есть держатель этого аккаунта, скорее всего, и важно, чтобы он себя здесь показывал, делал какие-то включения, сторис, прямые эфиры, писал свое мнение. То есть должно быть лицо. Инстаграм — это такая площадка душевная, где важно, чтобы был человек. Там человек к человеку называется это Инстаграм, соцсеть. То есть если это Фейсбук, там большие тексты. 5 правил. 5 правил, совершенно сказать. Качественные фотографии, персонализация, чтобы персона была и его было видно. Интересные темы, больше видео и рубрики. Все, очень много рубрик. Интересно. Вот так. Теперь вам остается только сделать это. А правда, что я, как человек далекий от СММ, задаю тебе вопрос. Правда, что когда ты берешь фотку из интернета и ставишь ее в Инстаграм, то охваты сразу падают? Да, умный бот. Да. Да, короче, да. Если вам интересно, хотите более подробную какую-то информацию, дайте знать мне в директ, и мы с Алсу сделаем обязательно прямой эфир. У меня в аккаунте уже. Не в Ютубе, а в Инстаграме. Вот этого я не знал. То есть даже если вот такие фотки брать, то да, серьезно? Біздің мында камень комментарий, шоңқырау болмай. Нешік матури татарша руша суржикта сөйләшесің, суржик. Суржик — это русско-украинский язык, когда люди, там поселили. Заманасы шундайдыр инде қызғаныш деп
koyuverip yazar kişilikni. Шумные. Yok, biz Tatarşar'la da silgeleyiz. Ben de, так, я сейчас сразу... Вот я Задела. Я всегда волновалась, каждый раз, когда пишет, я уже вот так не могу. Это же уже объяснялись миллион раз, говорили. Әлеге тапшыруга килгәндә, мин бу кызларның аккаунтларын карап чыктым. Нәрсә әйтергә кирәк? Монда Ләйлә без татарча русча алып барабыз диде. Чөнки бер тапшыруын караганда, Алсу Хафиз дигән туташ татарча гына сөйли башлады да, Ләйлә әйтте, тукта, татарча гына сөйләмә, русча да сөйлә, чөнки безнең тапшыруыбыз бөтен кешеләр өчен контент безнең зур дигән иде. Шуңа күрә кызганычка каршы, бәлки Ну таковы реалии. шундый уенның кагыйдәләре шундый, бу тапшыруда татарча русча сөйләргә кирәк. Шуңа күрә без бүген бу эфирыбызны татарча русча алып бардык. Әгәр дә сезнең татарча гына сөйләгәндә ишетәсегез килә икән, tatkiniga.ru сайтына кирип, барлык аудио язмаларны үзегезгә бушлай алып тыңлый аласыз. Һәм инде әлбәттә ТНВ дигән канал бар, ТНВ Планета дигән канал бар, аны карый аласыз. Шулай ук ТРК Татарстан дигән каналда бар, анда иртәнге 9-да яңалыклар чыга татар телендә, аннары 9:30-да Хәерле көн Татарстан дигән тапшыру бар. Анда да татар телендә менә дигән контент дигән сүз ул, менә дигән язмалар, материаллар, аудио, видео продукция. Там сейчас за камерой у людей передозировка татарского языка. Они лежат еще русского. Менә ничек комментарийлар бар. Без анышылабыз, без сөйләбез татарча. Но сейчас таковы реалии, что многие не знают татарский, но они тянутся. Да, но мы часто уже говорили про это, Да. что мы рассказываем о татарах для тех, кто про этих татар, может быть, и не знал никогда. Вот теперь узнает и потянется к этой культуре. Это была наша первая заготовочка, еще у нас есть вторая заготовочка. Опять-таки в Инстаграме есть такая страница «Сырляшик». Если у вас есть какая-то проблема в жизни, может быть, в личной жизни, вы можете это отправить в аккаунт «Сырляшик», и там любители оставлять комментарии посоветуют вам, как поступить в той или иной жизни. Менә бу бик зәвыклы контент ясадым. Bunu uylab topgan кеше, человек, который придумал, это моя сестра, Ислу Лерон. Она ведет эту программу, и вот сегодня, этот аккаунт, и сегодня этому аккаунту год. И они сегодня собрались с девочками и устроили праздник себе. А мы вот хотим почитать несколько их сообщений. Весь контент на татарском языке. То есть все письма, которые приходят, которые сестра выкладывает анонимно на татарском языке. Все? Да. Вернись, пожалуйста, к комментариям. Нет, к нашим. А к нашим? Ага. Семья поехала. Здесь разные темы поднимаются, люди знакомятся, ищут себе молодых парней, например. Можно, да, там найти? Там пишут, смотри, Магиртус, я что кіші керек едік пиоза. Екінші районна, түрлі районна. Мен ана игры толық я кіші керек. У меня есть. Прямо написано, типа, я гуляю с парнем, встречаюсь с 19-летним, и рассказывать свою историю, и потом просят советы. И здесь уже начинается огромное количество советов, которые дают. И сегодня мы решили, что мы тоже можем взять на себя такую ответственность и дать людям пару советов. Но мы не выбрали же какие вот... Коронавирус мы сейчас избегли. Коронавирус мы еще разбили. Очень часто пишут про свекровь, которая не дает жизни. Вот в вашей семье, как это, давайте узнаем заодно. Понятно. Минимально. Если они коротательные, потому что за крема, слама, как вы относитесь, как вы сепарировались от своих родителей? Сепарировались. Отделились. Хорошо. У нас в семье все замечательно, полное взаимопонимание, полная любовь, полная гармония. Было бы странно, если бы он ответил по-другому. Тут уж что надо сказать, тут, наверное, это надо спросить у моей жены. Они как бы со свекровью уже контактируют. Ну, а с стороны тещи? Со стороны тещи все нормально тоже. У меня... Как раз вы отправили же, да, там ссылки на этот прямой эфир? Я вот только что отправил. Пора гамбуса как раз, кстати, вовремя. Спасибо.
Все нормально у нас, и с тещей тоже, и со свекровью, все замечательно. Что тут хоть, что мы еще Просто когда я читаю такие сообщения, что есть проблемы со свекровью, с тещей, я всегда удивляюсь, потому что в нашей семье, ну, как-то Ну, никогда не было, потому что родственники так далеко живут друг от друга, что ты приезжаешь в гости там раз в миллион лет. Ну, тут, И скорее это всего, праздник. да. Но тут все зависит, это, наверное, если проблемы есть у тех, кто вместе, может быть, живет, он видабортер. Но, с другой Эти стороны, недалеко друг от друга. Бернибор тоже, сейчас вот немножечко вас, не там, как, Мы пока не умеем читать мысли. в общем, информация небольшая. Например. Да, Люмель, Тумель, да, ладно, Бутаден опять. В общем, есть, ладно, не важно. Вот, Не и тогда плюнись я, оконченными, это все равно, что... я когда читаю анекдоты, у русских есть очень много про тещ, например, да, и папа всегда тоже удивляется, потому что папина теща живет с нами периодически зимой, и он всегда говорит, ну как тут вообще? Ну как же Мунчаташи? Весь Мунчаташи построен на... Ну мы же хотим дать совет. Про Мунчаташи не будем, Мунчаташи вчера у них Да, автобус да, попал вот в аварию. вчера случилось. Но все живы, Олланушка. Никакие совет Ребят, берген. Комментарий да совет берілер, ладно. Біреулері 40 yaşta mujikni ishlamay deb zorlanalar. Ikkinchilari 74 yoshlik bobay bo'lib ketadi degan. U yosh xotinni sindirlik avtomati ishlayotgan so'ngra pensiyasini desa hozir qizg'oqliq pensiya to'lamaydi hukumat. Вот. Бикшаны bittasi kelmay bitadi. Narsa bobay Superman deb yozgan u javobi deb yozgan endi bir kodqa. Bir qiz yuri ekan endi 74 yoshlik bobay bilan. Allah'a şükür. Ana avtomat ishlayotgan so'ng kishi so'ngra Пошли. Короче, не получилось у нас до отдельного совета. Вот такие мы советчики. Надеюсь, вам было весело, потому что действительно мы получили громадное удовольствие. Неожиданно Идель вызвался, и мы поддержали его вот, желание побыть с нами. Ну, не попал на Исамисис, хотя бы все, да? Так что вот, и то, ну, предлагайте еще каких-то гостей, может быть, Идель еще раз позовем, потому что приятно, интересно. Если хотите послушать приятный мужской голос, который говорит только по-татарски, можете написать «Зовите Иделя». Что мы делаем? Мы оставляем под этим видео комментарии, ставим лайки, переходим на канал Лейлы Лерон, переходим на канал Иделя Киямова и обязательно показываем это видео своей маме. И папе. Нажимайте на колокольчики, лайки, руки, посты и туда-сюда. И окша жиберегіз, окша! Потому что надо Лейле сделать ремонт на кухне. И микрофон нам нужен, уж понятно, да, дело? Все, всех целую, Все, всем пока. Патрос. Чего он кто-то сыңали? Крестика вас. Баст.